Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Достройка проблемных объектов, восстановление прав обманутых дольщиков – больная точка, коснувшаяся многих якутян. В целом проблема российского масштаба. Какова ситуация в данное время, нам расскажет гостья студии Наталья Чусовская, гендиректор унитарной некоммерческой организации «Фонд Республики по защите прав граждан, участников долевого строительства». Наталья Гаврилевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как сейчас обстоят дела с достройкой проблемных объектов у нас в Якутии? Ну, всего на достройку Республиканскому фонду было передано 4 объекта. Значит, по ним было принято решение наблюдательным советом Федерального фонда, да, о том, что будет финансироваться именно завершение строительства объектов. Данные объекты были переданы Республиканскому фонду на основании определения суда арбитражного, да, и вот в 2021 году, вернее, в 2021 году была передача объектов, и в течение с 2021 по 2022 год мы работали над тем, чтобы провести изыскание, обследование, проектирование, заключение, провести мероприятия по заключению договоров технологическое присоединение. Да? И потом уже в 2022 году мы приступили к отбору подрядных организаций. На все 4 объекта были подобраны подрядные организации. И надо сказать, что в 2022 году мы завершили строительство 2 объектов в декабре этого года. Да? Это у нас 15-квартирный жилой дом в селе Чурапча. У нас 16 дольщиков получили свои квартиры, а бывший застройщик, банкрот, по этому объекту был РОВ ППТИ. В городе Якутске мы тоже завершили 1 объект, это в микрорайоне Ильинка города Якутска. Да, бывший застройщик ЧРФИК оставил без квартир дольщиков 32 квартир. Этот объект мы в прошлом году сдали. На сегодняшний день у нас происходит передача квартир. Дольщики их осматривают квартиры и подписывают акты передачи. Ну, наверное, помимо такой большой работы, еще какие-то вопросы и задачи стоят перед фондом на грядущий 2023 год? Конечно, в 2023 году нам необходимо завершить строительство еще 2 объектов. Это значит, у нас блок Г в микрорайоне Линка в городе Якутске, и также большой объект 16-квартирный, 16-этажный жилой дом, 167 квартир в нем. Это объект бывшего застройщика «Монолит Строй» по улице Автодорожная. Если мы первый объект должны сдать 30 сентября, да, а вот объект большой мы должны сдать уже в декабре этого года. Таким образом, у нас порядка 200 дольщиков к концу года получат свои квартиры долгожданные. Ну, имеет место спросить и о сумме. Какая же сумма выделена правительством для восстановления прав обманутых дольщиков? Ну, самое значительное продвижение вперед по решению проблем обманутых дольщиков у нас именно произошла с момента вхождения в федеральную программу публично-правовой кампании с 2019 года. Глава республики Арсений Сергеевич заключил соглашение, по которому 10 проблемных объектов вошли в данную программу. По 6 объектам на сегодняшний день уже выплачены гражданам компенсационные выплаты. А вот 4 объекта оставшиеся, вот как раз на дострой, да, в смысле принято решение было о достройке объектов. Из них мы 2 завершили, осталось 2 объекта. На всю программу порядка 2,5 миллиардов было привлечено. Из них участие госбюджета республики составило 175%. То есть соотношение, согласно постановлению правительства, у республики 8% участия в этой программе, да, а публично-правовая компания 92%. То есть это очень хорошая программа, которая помогла нам, республике, вот в кратчайшие сроки решить проблемы по 10 проблемным объектам. Наталья Гаврилевна, вот сегодня мы говорим с вами о проблемных объектах, об обманутых дольщиках. Давайте напомним нашим зрителям о том, что имеют под собой эти понятия и с какого года они были узаконены. Вообще проблемный объект понятие законодательно было установлено в 2019 году. Было внесено понятие 214 федеральный закон о долевом строительстве. А если вообще понятие обманутых дольщиков, оно появилось вообще-то раньше. У нас приказом Минстроя России еще в 2016 году было утверждено введение реестра
пострадавших граждан, денежные средства которых привлечены для строительства. И тогда, естественно, были и обманутые дольщики, и объекты проблемные. Но дело в том, что в этом реестре включение осуществлялось на заявительной основе. То есть не все, если гражданин не объявился, не заявил, да, то значит объект был, ну, можно было сказать, что объекта и нет. А вот с 2019 года все объекты, по которым, значит, срок завершения строительства просрочен больше, чем 6 месяцев, либо застройщик банкрот, они автоматически включаются в реестр проблемных объектов. Ну и программа долевого строительства появилась в республике примерно в это же время. Программа долевого строительства, ну, честно сказать, имеется в виду закон. Да? Закон о долевом строительстве, он вообще-то был принят в 2004 году. Если даже уйти в историю, то еще в советское время было строительство, жилищное строительство с участием средств граждан. Вспомним даже кооперативы. Да? А в 90-е годы уже с приходом частной собственности, да, узаконением предпринимательской деятельности, тогда уже начались вот эти строительства жилищных с привлечением средств граждан. Но узаконено это было в 2004 году с появлением, принятием закона о долевом строительстве. Этот закон вначале был несовершенен, потому что столько получилось у нас обманутых и дольщиков, и проблемных объектов. Постепенно этот закон ужесточал требования к застройщикам. И только вот в 2019 году было принято решение, что застройщики работают только по исковым счетам. То есть деньги дольщиков не попадают застройщикам, и он не имеет права ими распоряжаться до того, как не введет объект в эксплуатацию. Получается, сначала появляется долевое строительство, уже затем обманутые дольщики. Конечно. Наталья Гаврилевна, скажите, кто пострадал от застройщиков, которые не заключали договоры так, как требовал того закон о долевом строительстве, у которых застройщики просто растворялись в пространстве, остались где-то за бортом? Но, к сожалению, в отношении этой категории граждан действующие механизмы восстановления прав обманутых дольщиков не распространяются, потому что не были заключены договоры долевого участия, не были зарегистрированы в Росреестре, как того требовал закон, да, и, соответственно, у них не было разрешения на строительство на объект, объекты не имели положительных заключений экспертизы, да, то есть с землей не в порядке был, соответственно, этот объект они выпали. Но на сегодняшний день у нас в республике ведется реестр, региональный реестр, да, пострадавших участников строительства, вот, которые будут как раз и по данному реестру будет видно, сколько у нас же вот таких обманутых, пострадавших участников строительства. Это самострои и так далее. А какие критерии есть для того, чтобы включиться в реестр? Возможно, необходимо собрать какие-то документы. Но первый критерий – это застройщик не исполнил свои обязательства по строительству многоквартирного дома, да, и не передал гражданину квартиру. И второй критерий – это гражданин, он исполнил свои обязательства по договору, но не получил квартиру. Да. Это могут, ранее договора назывались, и договор долевого строительства, когда он не соответствовал, не был зарегистрирован, да. Договор инвестирования, договор паевого взноса, договор строительства многоквартирного дома. Всякое разное было наименование, но суть была одна. Обещал застройщик построить многоквартирный дом и квартиру передать, да, но не исполнил, а гражданин оплатил. Вот два критерия. Но чтобы подать документы, во-первых, документы подаются в орган местного самоуправления по месту нахождения вот такого объекта. Обязательно, значит, договор, обязательно платежные документы, которые подтверждают, что гражданин исполнил свои обязательства. И третье – это судебный акт. Либо расторжение договора, либо взыскание, которое подтверждает, что действительно такой объект был, что действительно оплата была, и застройщик не исполнил свои обязательства. Можем ли мы когда-то надеяться, что понятие «обманутый дольщик» исчезнет навсегда? Ну, понятие «обманутый дольщик» по поручению президента Российской Федерации он должен исчезнуть к концу 2023 года. И на это у нас направлены все усилия. К концу 2023 года у нас в республике не должно остаться ни одного проблемного объекта, который именно в рамках 214 федерального закона. Конечно, я понимаю, что останутся вот эти объекты самовольного строительства, по которым необходимо будет совместно с органами местного управления, которые допустили самовольное строительство на своих, да, территориях, да, совместно с ними решать и находить какие-то в рамках действующего законодательства решения, пути решения вот проблем данных граждан. Но вообще же есть такие граждане, которые страдают и при строительстве индивидуальных жилищных домов.
Как здесь можно получить компенсацию? Тут необходимо все-таки отличать природу вот этих взаимоотношений. Да? Если по договору долевого участия там застройщик обещал построить многоквартирный дом, привлек деньги, то тут уже сам гражданин заключает в рамках гражданского договора договор подряда. То есть я нанимаю какую-то строительную организацию для строительства индивидуального жилищного дома. Но тут оно не подпадает под, опять же, действие 214 федерального закона. Тут только можно посоветовать, да, вот, гражданам, которые строят индивидуальный жилой дом, при заключении договора обязательно прописывать этапы оплаты по выполнению. Выполнить такой-то этап, оплату получаете. Выполнить следующий плат, следующий платеж. Только так можно обезопасить свои средства денежные. Какие еще вы можете дать советы гражданам, которые планируют принимать участие в долевом строительстве? Ну, самое первое, это договор должен быть зарегистрирован в Росреестре, и ваши деньги должны направляться не застройщику на расчетный счет застройщика, а на escrow счет, на специальный счет. Вот это вот самое главное условие. А так информация о застройщиках, о новостройках есть в единой информационной системе жилищного строительства. Она общедоступна на сайте Наш Дом РФ. Там вы можете узнать о застройщике, историю его, кто учредитель, кто главный бухгалтер, контактный телефон, местонахождение, какие объекты были построены, в срок или нет. И, конечно, о самом объекте. Квадратура на каждом этаже, да, какие помещения, с какой квадратурой, есть ли заключены договора технологическое присоединение, разрешение на строительство. В общем, вся информация об объекте и застройщике в единой информационной системе есть. И если застройщик такой есть, то можете смело, конечно, с ним заключать договор долевого участия. Но граждане также могут обратиться в ваш фонд, который находится по адресу. Конечно, наш фонд осуществляет и правовую помощь, и разъяснительную по всем вопросам, которые возникают у всех граждан, хоть и по объектам, которые не подпадают, да, под критерии 214 и долево, мы готовы давать разъяснения, объяснения. Но хочу повторить, что мы работаем именно по достройке объектов, по которым наблюдательным советом Федерального фонда принято решение о завершении строительства. Это наша главная задача. Ну что ж, я благодарю вас, Наталья Гаврилевна. Будем надеяться, действительно, что понятие «обманутые дольщики» исчезнут в самые кратчайшие сроки. И, конечно, те зрители, которые смотрели это интервью, сделают для себя необходимые выводы. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.